Привет всем. Наконец-то собрался что-нибудь поснимать. А то на Урале еще, думаю, поснимаю что-нибудь. Ну и сижу, рассказываю на камеру, что происходит. Оказывается, камера сделала просто фотографию. Так, ну что, докладываем обстановку. Чистые ключи. Выезжаю, пошли на Колтукский тракт. Прошел Иркутск. Еду, как бы, не знаю, так если из-за угла не начинать, по порядку. В Москве мы тогда выгрузились на станции, поменял фару по гарантии. Это все, вот у меня USB-шки появились. Докомплектовали машину, сделал ТО, переобул колеса, передок с шишкой, ну, то, что было там. Получается, запаску новую взял, такую как запаска, еще одно колесо купил. И на ведущую ось новые колеса еще купил. То есть 5 Мишленов взял. И погнал в Питер грузиться. И еду теперь в Якутск. Еду один. Ну что, мы там заезжали в Екатеринбург, как бы, ну, предложили Максу, что можно там, ну, новая тема, там, туда-сюда. Ну, вот он пошел туда пробовать, в Азимут. То есть, ну, по большому счету, покатались мы вдвоем, особо, ну, нет необходимости в этом вдвоем, при том, что вот этот последний рейс уже, мы там за месяц, грубо говоря, туда-назад только съездили, вечно сидеть в машине вдвоем, там ждать чего-то, ну, тяжковато. Ну, и в итоге, как бы, подвернулось предложение для Максима. Новая работа, новая, ну, как для Ютуба вообще, наверное, интереснее, новое что-то. О чем мы тут ездим на одно и то же? Ну, короче, все нормально. Пошел работать, мы на связи. Машину все равно вторую нет возможности купить. Сейчас пока обсуждал, ну, по второй машине там мне цену дали, сроки пока не дали. Значит, а сейчас вообще курс там на 10 рублей еще поднялся. И плюс делать аванс сейчас, ждать машину, там валютные риски, сейчас придет машина, курс какой-нибудь 200 рублей будет. Не знаю, сейчас посмотрю по ситуации, может у кого-то будут отказы там, что-нибудь, ну, короче, озадачу потом. А пока работаю сам, что нормально. Вот я с Питера выехал в воскресенье 20 февраля. Сегодня, не знаю, какое февраля, суббота. Суббота я в Иркутске проехал 640, 150, короче. Ну, еду так, что, 6 суток, 6 тысяч. Без напряга, качусь и качусь на круизике. Ну, просто получается часов 16 в день рулишь, часов 8 спишь, короче, где-то так. Где-то так получается. Что, в целом нормально, все нравится. Ну, чуть-чуть бардак развел тут. Ну, это полотенце просто лежит на сиденье. Не знаю, кому. Короче, никаких проблем нету. Одному потихоньку. Ну и плюс необходимость. Ну, нету, не платят за эту скоростную доставку. Просто спасибо, да. И плюс эти ожидания большие сидеть. Короче, получается, по ситуации, как бы, подвернулось предложение, грех не воспользоваться. Ну, я имею в виду Максиму. Что, попробует, посмотрит. Никто там ничего никому не обязывает. Буду вторую машину покупать, если там, может, созвонимся, как говорится. Пока сам покатаюсь. Все нравится. Так, ну что, не знаю, расход. Так, надо, по-моему, не увлекаться трындежом, а то я сейчас... Ого, она аж буксует, елки, опять у меня резина какая-то. Переобул я, получается, Мишлен Айс, не Айс Грип, а просто X Multi Grip. Блин, да что такое-то, елки-палки. Капец просто. Ну, не знаю, опять, наверное, надо спускать ее, что ли. Бред какой-то. С Мишленом, с этим. Прикинь, вообще, блин, на мокром асфальте я буксую.
Короче, Мишлен рулит, что сказать. Но она зубастая резина, я взял специально такую. Специально зубастую, которая оказалась вообще нормально. Аж что-то запахло жареным. Да, слов нету. Первый же подъем, получается. Первый же подъем, и я приехал. Не понимаю, честно говоря. Просто мокрый. На улице даже на стан... Ну, понятно. А это я переобул, типа, резину по зубасти. Не, ну может я чуть затрынделся, конечно, с переключениями там. Они мне ее накачали. Я еще спрашивал, он говорит, да не, нормально, типа. 9 она сейчас у меня. Надо, короче, спускать. Ну, она, получается, зацепы у нее есть, все есть, но... Ленивец я не поднял, конечно. Сейчас вот ленивец поднял, она поехала. Короче, странно это все, честно говоря. Ну, это подъем, в принципе, крутой здесь, да, от этих, от чистых ключей, или как он там. Сейчас позвонить этим мишленовцам. Ну что, ну я переспросил, он говорит, не, это резина мягкая, туда-сюда, типа не надо ее. Вот она на разогретой у меня получается 9 и не работает ничего. Так, ладно, что рассказывал. По зубасти резина. Ну, чтоб еду на Якутск. Там потеплело тоже, снег метет. Так что буду там, скорее всего, до весны. С такой резиной, честно говоря, надо в натуре китайскую купить. Что я 220 тысяч за 4 колеса, чтобы опять стоять на подъеме. А так, кстати, резина, которая X Multi Energy моя, я ее снял, у нее там пробег 113 тысяч был, да? Но она уже, блин, я не знаю, половина израсходована ее. И непонятно какая-то вообще. Как она там по 500 тысяч у кого ездит. Уже до, ну вот эта самонарезка, где начинается, до туда дошло. И главное, что не просто по краям, а вообще в целом. Да, ленивец прошили, кстати. Теперь я могу его поднимать по-любому. Сейчас надо, не знаю даже. Ну попробую сейчас еще подъем, если будет буксовать также. Просто на... Ну оно хотя может быть, знаете, в тени там что-то ледок какой-то был. Но все равно не должна она так. Резину потом покажу, может, остановлюсь. Так, что еще? Снимать привычка как-то отвалилась у меня. Сейчас буду попробую. Да и на фоне таких событий, происходящих в мире, я думаю, кто сейчас этот будет YouTube смотреть, как кто-то там где-то ездит. Сейчас все мониторят другую ситуацию. Так, еду, у меня еще в паре идет, одинаково мы загружены, хотели, ну, сейчас вот разъехались, я спал, он проехал мимо. Ну, мы как не стали вместе сильно ехать, потому что у меня маленькие баки, я то на заправку, там Магомед впереди едет. Тоже 21 год, пацан, на своей машине, Volvo FH 500.
Говорит, батя раньше далеко не отпускал, а теперь вот он уже второй рейс на Якутск тоже. Ну, мы в одно место едем. Он где-то впереди, наверное, километров на 100. Сейчас в Култыке будет останавливаться. Так, что у нас там по приборам? Ну, никаких сообщений не вылезло, не знаю. Только запах пошел резины. Вот, видите, ленивец, он стоит у меня как, ну, как, чтобы я не забывал. Он сам опускается. Вот сейчас взял на себя 0,4, через минуту полностью еще. Не знаю, что за прошивка, сказали, как в Скандинавии. Я могу сам опустить его, сейчас уже все, подъемов не будет таких крутейших. Ну, единственное, странно с развесовкой стало как-то. Ну, он не актуально показывает. Я его поднимаю, и он показывает, как вроде у меня всего на ведущей 10 там. Хотя должно то он, у меня там 14 с чем-то. 14,6, что-то такое на пару колес. Типа должно ленивец подняться, все на этом, но по цифрам именно весы что-то в связи с этой прошивкой. В общем, пока такой расклад. Все это, всем привет, как говорится. Сейчас дальше подсниму. Так, ну что, вот вышел специально. Вот видите. X мультигрип. Короче, вроде есть чем цепляться, не знаю, что они, или перекачали опять, я не понимаю. Что-то мне Мишлен уже не нравится. Топовая резина для побуксовать где-нибудь. При том, что я раза два этим товарищам на шинке сказал, там, какое давление, все правильно, они, да, все время. Все вот типа сделали. Ну, правда, ровненько все везде давление накачали, но... Ой, короче, слов нету. Сейчас по Москве еще рано. На нем, в принципе, так же написано, как на тех 7,4. Че, обход сделал. 7,4 максимум. Фонарь вот раздавили об сугроб. Тут все нормально, колеса есть. Вот такая вот получается X мультигрип. Ice Grip я не стал брать, потому что было 4 колеса, но у них такая вот эта вот середина. Здесь вот, видите, большие шашечки такие. То там получается мелкой такой ламелью забито. Ну как больше для льда, наверное. Но эти как-то позубастее выглядели, он сказал нормально. И все чумазое. Всю дорогу там вот так вот подтаивает. Вообще весна тут везде. Не знаю, что будет, слышно, не слышно на улице. Вот такую резину показал, поехали дальше. Так, погнали дальше. Что выяснил? Позвонил этим мишленовцам. Они говорят, да, это много. Единственное, зачем они столько накачали, непонятно. Короче, должно быть на холодную 7,5. А у меня 9,2 даже максимум есть. Колеса эти. То есть разогреваются примерно на 1 атмосферу. Короче, где-то на 0,7 надо спускать их. И передние тоже по 10. Зачем так накачали? Это другой вопрос. В общем, будем теперь спускать. На холодную надо где-то 7,5, 7,6 хотя бы. Так, а тут мы начали спускаться к Байкалу. Затяжной спуск. Ну вот на 8-й, на 3-м положении.
И так придерживаю, потому что, ну, крутоспуск такой, на 7-й будет вообще останавливаться. Ну и все, дальше подъемы я все проехал. Ну, я просто ленивец стал поднимать, да и все. И перестал буксовать. А там я, конечно, что-то первый подъем после этого совсем на расслабоне выкатил, все, ничего не повключал. Сейчас вот придержу, да, 8-ю надо, а 8-я не пролазит. Он сейчас пролезет, наверное, пролезла. Потому что тут на тормозах нельзя ездить, надо на горняке. Ну да, включил коробку в горный режим, как бы, и на автомате еду. Вроде как нормально все пошло. Ну там, в принципе, из подъемов тут как раз где я встал, это же самый крутой, и остался подъем. Там рядом уже видно, что стройка идет. Будет скоро обход этих, ну там получается подъем с нашей стороны на Улан-Удэ и спуск крутой. И авария как раз там была. На спуске какой-то джипик навстречку, не знаю, ну одна машина была. Но видно, что он под кого-то вроде как залетел. Наверное, уже разъехались. Патрульная машина стоит, и он в кювете лежит. Ну, морды нет. Да, тут покруче пошел спуск. Сразу в начале. О, все, вышли на Байкал. Вот он, красавчик Байкал. Ну, уже замерзший. Ну, только после Нового года замерз. Ну. И сейчас тут уже -1. Будет начинать таять. Ну или я не знаю, вроде бы как аномально тепло. Сейчас проезжал и Красноярский край, там даже +2 было. Везде потепление, и в Якутии там Игорь мне писал, ну, голосовые с Куранаха поселка, говорит, там все в снегу, -3. Ну, для Якутии -3 это вообще снег идет. Ну, пока доеду, может еще пару дней ехать. Может уже все и прекратится, подморозит. А тут тяжко будет. Да, погода тут солнечная. Сейчас вот, может, Магомед стоит тут на стоянке в Култыке, где Роснефть. Не знаю, заезжать, сейчас позвоню ему, если не уехал. Красотища, как на самолете спускаемся с таких высот. Тут, наверное, первый раз на Байкале аж на подъеме, на спуске остановился, побежал фото-видео, фиксацию делать. Ну да, видно, там и рыбаки, ну или просто гуляют, не знаю. А, не, палатки стоят, это рыбачки. В общем, катимся потихоньку на горном тормозе. Все, поселок Култук в очередной раз.
Это я, получается, уже шестой раз сюда еду. Ну, у нас 5 полных рейсов туда-назад, и это вот 6-й. Пробег 120 тысяч. Накатали. Ну, теперь помедленнее будет, наверное, километраж идти. Так, а тут что-то встреча. На легковой, конечно, такой товарищ тоже. На, хотя, смотрите, а вдруг тормозов нету у кого-нибудь. А он такой. Ты приготовил? Перед грузовиком это. Тут уже канава такая, что и прицеп туда загонишь. И без колес останешься. Не габаритом всяким длинным, наверное, тяжело в эти вписываться. Все, спустились на Байкал. Вот он, Байкал. Стекла грязные, но спереди чистые. Погода вот такая, видите, все тает, вот течет на дорогу, везде все. Ну, не отмоешь. Хотел на мойку. Но там что-то очередь была в Каштане. За Красноярском. Ну, потом, в принципе, машина уже точно такая же была бы. Что вот так вот течет везде. Ладно, в общем, первая серия закончена. Короче, все у меня нормально. Полет нормальный. Якутск. Осталось мне где-то 2500, наверное. А это не точно. Нет, больше. 3, наверное, с половиной. Все, всем привет, как говорится, удачи на дорогах.